Уважаемые коллеги, прежде всего я хочу поблагодарить организаторов конференции за предоставленную мне возможность, за щедро предоставленную мне возможность оказаться в этом зале среди вас и поделиться некоторыми соображениями, которые, в общем-то, учитывая то, что конференция юбилейная и связана с именем Николая Григорьевича Домоджакова, они скорее посвящены наследию наших ведущих хакасоведов, и, соответственно, я, может быть, напомню здесь труды, которые давно вышли, мысли, которые давно были высказаны, но, тем не менее, к которым полезно возвращаться, как возвращается вообще наша наука. Мы сегодня видели переиздание словаря Юдахина, великое, отнюдь не только для Кыргызстана значимые события. Давайте мы тоже будем всматриваться в отдельные достижения, которые нас касаются прямо. Вот вы сами знаете, что у нас не так уж редко возникает мысль, и общественно даже она довольно принята, о том, что термин «хакас», который сейчас существует и существует в китайских летописях, является искажением в китайском языке формы существования в китайском языке слова «кыргыз». Так вот, сначала давайте посмотрим на метод звуковых реконструкций, который привел к этому довольно широко распространенному представлению. Прежде всего, историков звучания китайской речи, вы сами понимаете, иероглифы можно читать на любом языке, не только на китайском, но и на русском. Это картинка в определенном смысле. Картинка может читаться. Вот японцы, например, свободно читают китайскую литературу и так далее. Так вот, в отечественном китаеведении существует очень серьезная школа изучения истории китайского языка, потому что один и тот же иероглиф, скажем, 1000 лет произносился не так, как он произносился, скажем, в Средневековье, и сейчас произносится даже не так, как он произносился в 50-х годах или в 49-м, когда Китайская Народная Республика образовалась, и так далее. Не нужно говорить для филологов, что звучание речи, оно как раз в наибольшей мере подвержено воздействию времени и среды, позволю себе сказать, среды обитания, поскольку она для каждого народа все время меняется. Так вот, скажем, канадский специалист по истории китайской речи, такой как Пульбеланг, и отечественный наш, скажем, такой сведущий, энциклопедически знающий человек, как профессор Яхонтов, они не совпадают в своих реконструкциях одних и тех же иероглифов, в том числе и тех, которые читали в Средневековье, как хакас и так далее. Посмотрим, в чем существует определенная слабость подхода. Она существует в том, что наши профессии разошлись довольно далеко, и специалист по истории китайского языка, строго говоря, не обязан знать культурные реалии народа, особенно средневекового населения, саяно-алтайского народа. Вот, например, слово «ажо», которое это в транскрипции Никиты Яковлевича Бичурина, середины 19 века слово произносится, реконструируется в отечественной китаистике как «инал», тюркский термин, который никогда не обозначал верховного правителя и даже, так сказать, ни в одном из тюркоязычных государств, а обозначал, так сказать, среднюю ступень административную. Между тем, китайские летописи пишут, что правитель древнехакасского государства звался Ажо. Начнем с того, что это слово с тюркских языков непонятно, зато понятно с самодийских языков, того самого языкового фундамента, субстрата, который вошел в древности
в соприкосновение, не буду говорить древнетюркским, а скажу прахакасским языком по одной простой причине. Языковое развитие на этой территории, культурное развитие, не прерывалось с того самого II века до нашей эры, когда мы впервые встречаем здесь достоверное тюркоязычное население. Так вот, термин «ажа» самогийский и означает «правителя». То есть это наследие, будем говорить, ну, еще допрахакасское в политической терминологии. В самогийских языках это слово означает «отец», «батюшка», ну и, соответственно, так сказать, по-русски говоря, «царь-государь». И одновременно реконструировать его как тюркский термин «любой» будет ошибочно. А самое главное, что специалист по истории китайского звучания языка не должен знать, вернее, хорошо бы, чтобы знал. Но этот термин сохранился до XVIII века и засвидетельствован русскими источниками, так, докладными записками в Москву, ну, по-современному будем говорить, местного вот, воеводского и казахского населения. Термин «ажа» употреблялся еще в Петровское время, последний раз зафиксирован в 1703 году, именно в форме «ажа». Это был титул, ну, будем говорить, одного из последних правителей Хакасского княжества, который был угнан в Джунгарию, вот, калмыками по-современному говоря. И вы знаете, что был такой угон, когда верхушку административную хакасского управления того времени увели с собой джунгары, потому что они знали, что такое аристократический род, чего долго не понимала пришедшая русская власть, и отсюда так долго шло присоединение Хакасии. Вот, потому что платить дань должно было все мужское население, а аристократы местные им говорили, что, конечно, берите с наших подданных. Они говорят, нет, и вы. А как же мы? Со II века до нашей эры, имея память о правлении и так далее. Так вот, этот человек, угнанный в эту самую Джунгарию, занял там пост, будем говорить, министра иностранных дел, и, соответственно, зная русский язык и калмыцкий, и, естественно, хакасский, вступал в контакт со всеми послами Москвы. Ну, конечно, это были не прямо из Москвы, может быть, посылаемые люди, но, будем говорить, русского государства, которые вступали в взаимоотношения с джунгарами. И они записывали, кто их принимал, и в части Бодю, Ажа его. Личное имя было Бодю, ну, не знаю почему, такое ласковое, может быть, даже уменьшительное, но вот Ажа остался. И никакой Николай Яковлевич Бичурин, он же по-монашески отец Иоаким, никогда в XIX веке не мог знать этих источников. И если мы с вами поймем, что китайцами в записи 8-9 века этот термин в реконструкции Бичурина звучит так же, как в русских источниках, неизвестным нашим китаистам, в эпоху Петра I, то историк какую реконструкцию должен выбрать? Вам понятно. Современную, поисковую, или ту, которую мы в XIX веке встречаем. Так вот, имея такой случай не только в отношении термина «ажа», но и других терминов, которые засвидетельствуют в средневековых китайских источниках, историк не должен выводить из него отдельное слово «хакас» в современной реконструкции, а не беря его в той системе, которая в XIX века оправдана русскими документами XVIII века, независимыми, естественно, друг от друга. Поэтому, говоря о том, что несоответствие историческим реалиям всего Саяно-Алтайского Нагорья метода звуковых реконструкций, принятым в истории китайского языка, естественно, историков доверия к этому методу лишают. И тогда у нас возникает следующий вопрос. Ну, прежде всего, в записях VI-VII века, китайских, естественно, слово «хакас» является чужеродным для китайского языка, что признано абсолютно всеми китаистами, ибо оно передает только звучание в иероглифах этого слова, а не его, так сказать, смысл, как обычно иероглиф передает, ну, вы знаете.
Одна колесница – это колесница нарисована, две колесницы – это шум, грохот и так далее. К вопросу о нашем автомобильном движении в древнекитайском восприятии было бы тоже. Так вот, вы понимаете, какая ситуация? Мы с вами понимаем, что это слово чужеродное. Значит, у нас есть все основания присмотреться именно к местным названиям родов, этнонимам, как говорят в кабинетах. Вот. И местным посмотреть и исходить уже из этого. Потому что введенный в науку синологами, китаистами, древний термин хакас или хагяс, как Мичурин его восстанавливал, ныне уже не может быть из науки изъят усилиями одних только китаистов. И вот этот термин давно известен, поскольку в XIX веке товарищ Мичурин издал свой знаменитый труд, и он переиздавался вплоть до 60-х годов, может быть и сейчас переиздается где-то. Так вот, в 20-е годы историк Николай Николаевич Козьмин, который работал в Красноярске, потом в Иркутске, он предположил, что китайское хакас воспроизводит местное наименование. Он тогда каракас брал, то, что потом туфаларами стало. И самое важное, что позднее эту позицию поддержал и Сергей Ефимович Малов. Вы знаете это имя. Сергей Ефимович Малов – ученик Николая Федоровича Катанова и один из наших корифеев в развитии, скажем, в отношении к древней рунической письменности и учитель многих наших учителей. Академический уровень его очень высок. Так вот, я процитирую. 52-й год его сочинили. Да, Козьмин опубликовал в 25-м году, Малов в 52-й год. Цитирую. «Ведь китайцы под хакасами и карагасами, через дефис, могли вполне понимать киргизское государство с разными подчиненными ему народами. Я говорю все это как языковед-тюрколог. Мысль эта была очень близка к истине, но она указывала верное направление, но разработка пошла несколько иначе. Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание, вы просите, что археологу, так сказать, иногда приходится в филологическую сферу вступать, но название конференции меня оправдывает, потому что археология изучает материальную и через нее духовную культуру, а язык – это, конечно, сфера духовной культуры. Одной материальной культурой сыт не будешь. Так вот, история такова. Долгие гласные в хакасском языке, как и во всех тюркских языках, не имеют первичного происхождения в своей основе, а являются исторической формой, то есть более поздней формой. И в языках Северного-Алтая, прежде всего, которые нас интересуют, долгие гласные, они вот, не будучи изначальными, они возникают только в одних условиях. Филологам хорошо известно. Выпадает в слове один из 5 вот межгласных существующих согласных, это КГ, ХГ и вот носовое М. Только вот эти 5 согласных, выпадая, приводят к стягиванию гласных, и таким образом этот процесс строго закономерен и всегда однонаправлен. Я приведу пример, как, опираясь на те наши названия рек, которые существуют в наших енисейских хронических надписях. Вот слово «угюш» – река. «Г» выпадает, становится хакасское «юс», «хараюс», «ах-юс», «сралых-юс», верховье Чулыма, «юс», да? Вот вам долгое гласное, которая появилась при выпадении одного из вот тех самых звуков согласных, а именно «г». Теперь в рунике есть слово для реки, так сказать, меньшего размера, «эгюк» или «эгюк». А «г» выпадает, и получается «ök». «Ök» или «хамыстых-ök», всем нам известна река Камышта. Если мы оторвемся от топонимов, гидронимов, строго говоря, то у нас и слово «ол» будет из «огул». Но особенностью хакасского языка
является то, что при выпадении ОДГ, х там, первое гласное побеждает второе. Это далеко не во всех тюркских языках, даже близких нам. Вот, например, в киргизском второе гласное побеждает первое. И получается ул, а хакасское о. Понимаете, тут развитие, оно касается скорее гласных. Теперь, вот уяснив это правило, да, ну, значит, у нас язык проходит, суммарно говоря, очень схематично, два этапа. Вернее, мы сейчас наблюдаем два этапа. Один древний, где вот эти все согласные на месте стоят, другой современный, когда он начался. Отдельный вопрос, судя по письменным памятникам, это произошло в то, что мы называем монгольское время, 13-14 век. В XI веке выпадений еще нет, в XII нет, а когда мы получаем памятники уже 14-15 века, выпадение произошло. Так что рубеж он такой вот у нас, ну, условно говоря, 13 век. Теперь, уяснив вот эти закономерности поведения согласных и образования долгих гласных, как, скажите, нам следует восстановить былое звучание самоназвания наиболее распространенной и многочисленной сейчас современной группы хакасов? Это можно хором в зале сделать, потому что название хас, на севере хаш или хач, отсюда русское качениц, имеет долгую гласную. Ну, прошу прощения. Оно же воссоздается только путем древней формы, только путем возвращения некогда выпавшего согласного. То есть в современном виде хас в древности звучало или как хагас, или как хахас, ну уж совсем, если экзотику брать, хангас. Это абсолютно закономерно. Ну не стоит ли нам мудрить над древнекитайским произношением, когда в речи самого хакасского народа древний этноним хакас поныне живет в собственной своей форме, ну, закономерно изменившейся с веками. Так вот, впервые эта мысль о том, что я сейчас говорю, была высказана корифеем нашим в хакасоведении Сергеем Владимировичем Киселевым, членом-корреспондентом Академии наук, который 24 августа 1945 года поместил эту самую статью в здешней газете. Опять цитирую, «Советская Хакасия». Помещенная в китайской летописи наименование Хагас, по-видимому, отражает самоназвание населения Минусинской котловины, сохранившееся до настоящего времени у качинцев, которые зовутся Хас. Итак, первое заметил археолог, потому что археолог должен знать летопись, ну и современность окружающего. Так вот это наблюдение Сергея Владимировича Киселева, профессора Московского университета, члена-корреспондента Академии наук, получило филологическое обоснование именно под пером Николая Юрьевича Доможатова в его полной историзм работе 1956 года. Цитирую 65-ю страницу. Древнее название Хагас, это он в форме Печорина берет, является нестяженной формой слова «хас». Китайские летописи сохранили более древнюю форму этого слова с интервокальным «г» – «хагас», «хагас». Аргументы лингвиста таким образом подкрепили позиции историков, формируя необходимое звено вот в таком, если хотите, комплексном восприятии подхода к истории этнонима Хакас и к истории этнонима Хас таким же образом. Этот вывод сразу был принят Леонидом Романовичем Козласовым, ранее увидевшим в источниках китайских разницу в употреблении термина «хакас», который в китайских источниках с IX века
употребляется вместо и рядом с этнонимом кыргыз, а китайские летописи знают этноним кыргыз с конца III века до нашей эры. А в IX веке, когда после разгрома уйгурского каганата древнехакасское государство опять вступило в прямую связь с имперским двором Китая, императорским двором Китая, вот тут-то пришли с Енисея люди и сказали, что мы называем себя хакас. Так император Китая повелел своим летописцам разобраться, откуда это слово. И те не нашли, как объяснить. А надо сказать, что к этому времени уже 12 веков китайская наука знала этноним кыргыз. И архивные работники, историки Китая, не найдя этого слова, после этого получили задание обратиться в дипломатический корпус китайский. Ну, по-современному я, естественно, называю это все. Которые тоже стали искать и не нашли этого слова. То есть китайская культура, высоколобая китайская культура, этот термин встретила впервые как непонятный. Так вот, возвращаясь к работам Леонида Романовича Кызласова, который первый обратил на это серьезное внимание, им была расширена сравнительная база вот по этой этнонимическом поиске. Опять процитирую. Помимо самоназвания хас, основное ядро хакасской группы хасов, как известно, составляют сёки и их подразделения с наименованиями хасха, ах хасха, паратан хасха, тайжан хасха, уж хасха, в которых также входит этноним хас. Этот этноним входит в самоназвание качинских, хасских, Романович пишет, групп, не являющихся родами. Харахас, кёхас, хырхас, черный, синий, седой хас и тому подобное. Позднее Леонид Романович предложил объяснять хасха как метатезу, перестановку слоговую, известную в нашей филологии, например, Ахбан, Абган и так далее, название речки, произошедшую со словом хакас. Дважды он публиковал это в лингвистических журналах, которые рецензировали, в частности, советской тюркологии. Значит, какие-то основания в этом были, но хочу обратить внимание, что еще в 1959 году эту мысль, к ней подошел наш крупнейший лингвист Михаил Иванович Баргояков. Теперь хочу сказать, что настоящие выкладки не только тюрколога, но и вообще любого человека, знакомого хоть как-то с тюркскими языками и их особенностями, лишают всякого сомнения в том, что средневековые китайские источники сохранили не искаженное имя кыргызов, а подлинный местный этноним в его тюркоязычном произношении того времени. Так вот, убедившись в этом, Леонид Романович потом обрисовал ареал этнонима хас, который присущ не только, вот, будем так сказать, условно говорить, качинцам, но и тафаларам, у которых хаш, харахаш, сарых-хаш подразделение, акинским сайотам хас, тувинцам хасут, хазут, с показателем множественного числа уд, уже монгольских языков. То есть, допустим, хастар приобрел вид хасут. И, наконец, до монголов дархатов, которые в Прикосоголе, по-русски говоря, живут, хасут, имя озера Косогол – это Хасагол первоначальное, то есть озеро народа Хас. Так вот, вы понимаете, та же самая вот монгольская форма. Что мы получаем с вами? А да, я еще забыл Башкортостан, который сегодня здесь уже правильно упоминался в разном контексте. Так вот, там сохранилась форма кахас. Вот, как вы понимаете, другое распределение согласных. И вот объяснить, как можно распространение этнонима хас-хаш от Байкала до Кузнецкого Алатау. Ну, двояко. Когда древние хакасы там во второй половине IX века включили в свое государство часть Западной Сибири,
Прибайкалье, Монголии, Тугу и другие земли, они принесли туда свое название. Ну, одно из возможных объяснений, правда? Второе. Еще в древности и в Средневековье средневековым хакасам перешло имя широко жившего в южных сибирских краях народа, так сказать, предка, с другим языком. Дело в том, что оба объяснения, они содержат истину. Во-первых, политическая история древнехакасского государства знает расширение его владений и расселение обитателей. Тут уже обсуждать нечего, это одна из исторических тривиальностей. И, наконец, современная форма хас не переводится, повторяюсь, с тюркских языков, то есть оно вполне может быть отнесено к населению тюркской речи, не слышавшей до появления здесь древнего тюркоязычного населения в лице древних кыргызов. Не будем путать с тиньшанским современным большим народом, потому что история тут у нас более древняя. Так вот, происхождение имени хас в современной форме искать не надо, мы его нашли ареал. А вот древние формы надо, раз мы еще дотюркскую предчувствуем ситуацию. Прежде всего, это языки самодийской группы, где слово «кас-хас» имеет значение «человек-мужчина», «люди», входит в самое название ряда племен, ушедших с Алтайского Нагорья на север. Например, немцы себя называют хасава, энцы – каса. И да, вот местные для Хакаско-Минусинской котловины южно-самодийские племена, которые частью обрусели, а частью, так сказать, отуречены, точнее говоря, о-хакасин, языком, в смысле и в культурном, до XIX века еще сохраняли элементы родного языка и имели те же обозначения.